Приехал в Республиканский центр национальных видов спорта имени Василия Манчары, Модун. Вот такой вот комплекс. Здесь, оказывается, тренируют детей казахским настольным играм Тогуз Кумалак. Сейчас у них начинается турнир между собой. Сейчас идем, поснимем, покажем. И возьмем интервью у тренера. Мы пришли в Центр национального вида спорта Манчары. Надежда Николаевна, расскажите, чем вы тут занимаетесь? Какую игру вы тут сейчас собираетесь соревноваться? Ага. Так, здравствуйте. Ага. Всем друзьям из Казахстана большой привет передаем. Так, мы вот здесь, в Центре национальных видов спорта занимаемся настольными играми, в основном Хаблы-Камска, но наряду с этими играми мы изучаем игры других народов. Ага. Игры, например, нам очень нравятся казахские игры Тогуз Кумалак, и мы с 2016 года часто выезжаем на соревнования. Проводятся международные турниры и в Горно-Алтайской республике Алтай, в Монголии мы были на чемпионате Азии, и в Казахстане мы во многих международных турнирах, которые они проводят, нас приглашали. И выезжали в Турцию, даже в Анталию, и в Кыргызстане на всемирные игры кочевников. Да. Потому что Тогуз Кумалак и у них есть Тогуз Коргол игра, они идентичны. Так, и часто, каждый год мы выезжаем в Горно-Алтайск, там тоже проводится международный турнир по Тогуз Кумалак, проводятся игры и по Монголе, это турецкая игра, настольная игра тоже. Вот, дети наши очень любят, многие наши занимают призовые места по этим играм, в этих турнирах. Сколько детей ходит? Выезжают, да? Ну, имею в виду на кружок. На кружок около 50 детей занимаются. Но вот тем старше, тем им интереснее интеллектуальные игры других народов. И с ними мы выезжаем. Получается, в основном якутские национальные игры и еще наряду с ним, получается, разных народов, да? И мы с федерацией Тогуз Кумалак сотрудничаем. В прошлом году мы провели республиканский турнир Күн Оғлары. Там мы тоже включили игры Тогуз Коргол. Вот, приезжали гости из Казахстана, Кыргызстана, Алтая. Вот. И сегодня у вас какой? Сегодня мы проводим турнир. Вот после пандемии, там 20-е годы, мы пропускали очень многие турниры. И дети очень хотят играть в эти игры. Вот поэтому сегодня первый раз проводим. Вот. Точно. Получается, будут и медали, и грамоты, да, сегодня? Мы получили электронные грамоты с Федерации Тогуз Кумалак. Из Казахстана. Да. И Махтал Суру, это у них называется Алгысхат, нам отправил Алихан Гайменов, президент Федерации Тогуз Кумалак. Вот. Они будут получать вот эти дипломы и Алгысхат сегодня. Так. Дети Бары Сахалар. Бары Сахалар. Все из разных школ. Студенты есть у нас. Все Сахалы Хангаралар. Сахалы Хангаралар, Хакабыт тылын өретутабыт, Хакабыт ойнютун өретутабыт. И мы, когда выезжаем, мы им тоже показываем свои игры. Не только Хаблы-Камска, и Тутумергир, и Керестеби. Эти игры тоже. И дети, которые изучают тоже их. Участвуют они тоже. Для них мы проводим турниры даже. Блин, старты, да? Теперь белые этот ряд. Вот, начинаем игру. Вот. Хагалана, да? Хагалана. Kalau ari yang kapal ustaz. Вот
много раз участвовали эти дети. Вот Паша Захаров, Карел у нас. Так, Оля, Ая, Марат, Алина, вот, Юля. Все они выезжали в Казахстан. Все выезжали. Все были. Ага. Большие игроки. Да, большие игроки. Да. Часто бывали мы в Нур-Султане. Например, 8 раз мы были. Да. А кто спонсирует? Кто спонсирует проект? Нет, вот родители. А сами, своими силами. Своими силами. Уже так выезжать, ходы мы. Но, конечно, трудно ехать на автобусе с Новосибирска, но мы вот выезжали. Родители, спонсоры поддерживают детей. Молодцы какие. А сегодня только по этой игре, да? Да, сегодня только по Мы проводили игры и в Павлодаре, и еще есть игра в Бескище, это новая игра, тоже казахская игра. Тоже казахская игра. Ага, тоже, но мы по этим играм пока для начальных классов проводим. Ага. До пандемии мы были в Туркестане, успели в прошлом году тоже. Были в Кызылорде на соревнованиях. И еще мы с Казахстаном у нас связывает игра асык. Асык. Вот асык. Сакадай сакбол. Ага, вот асык. Это для девочек. А где там еще есть, да? Вот, это игра как наши хамска. Вот поэтому я разные хамска нам Ага. А сака где? Нет, эта игра тоже есть у нас. Ага. Это моксо у нас. Похожая игра, асыкату у нас называется моксо. А вот без таз, раньше они называли без таз, билген болла она без асык дилер. Ага, и девочки они играют. Похожая игра у нас есть. Тоже кости играли, использовали. Сакалы, вот, это наши предки. От коровы. Да, и использовали вот позвонки рыб, крупных рыб, мананкамскалылар это наши раньше. Вот. И использовали вот табангуна, олени, кости оленя вот тоже подкидывали, ловили. Вот. Северные народы. Да, у нас в республике все народы играют. И венки, долгане, и кодиры, губары. Потом мы вот более стали, у кого вот желание есть, из мамонтовой кости тоже делают. Потом, это имеет значение то, что уважают наши игры. Вот, из рога вот, оленя, лося тоже делают. Вот. Но в основном сейчас играют деревянными кубиками. Но и на похожие осыпи у нас есть где-то тоже туртас, это косули. Косули. Вот, тоже сахалар кеннери, да? Да, сахалар кеннери. Вот тоже использовали, играли. Вот. Бу мас хабылык хамска өтеді атында. Хабылык бұл? Ну, хабылык есть разные виды. Это называется аксан хабылык. Оны букырамастар бар. Вот это турынка называется. Вот похожая игра есть. Тоже у всех народов есть. Это хабылык. Хабылык у нас сейчас развивается как национальный вид спорта. В этом году в играх Манчары включены. 17, это в Верхнем Вилюйске в 17 году впервые включены были. Впервые такое были, да? Это второй раз мы играем в Горном Улусе. Это тарелка откуда? С Казахстана? Казахстана, конечно. В Нур-Султане мы были. Казахские детские игры. Были, в Кызылорде были, в Шымкенте были. У нас друзья там много. Да, вот. Это федерация Асык Ойыны. Тоже мы с федерацией поддерживаем связь. Они приезжали к нам в прошлом году. Моксо, асыкату провели. Да, девочки играли без асык тоже. Показывали нам мастер-класс. Всем большое спасибо
Ага, вам спасибо. Да, вы очень много работы, оказывается, делаете тоже по укреплению дружеских отношений. да. И вот продвигаете, получается, наши национальные игры и национальные игры наших братьев, да, родственных. Ага. Так что вам большое спасибо. Спасибо. Желаю вашим детям тоже, чтобы достигали побед на соревнованиях. Оказывается, очень много у вас выездов. Да. Мои дети очень любят эти игры. Эти игры И- хорошо развивают именно, ум. именно вот эти игры. Да, толс кумалак они любят, они бесосык любят. А. В этом году вот впервые включили бесосык на игры кочевников, которые проходят в Турции. Мы тоже хотим выехать. Толс кумалак тоже будет. Турция куда? Какой город? Бурса. Бурса будет, да? И неплохие результаты показывали на играх кочевников. Мы же представляем Россию с Алтаем, с республикой Алтай. Алтайцы тоже выезжают. Да, ага, у них тоже развивается эта игра. Ага, мы одну команду, Россию представляем. В этом году тоже хотим выехать. Вот. Ясно. Ну ладно, спасибо. Спасибо, дети. И еще хочу передать, что не только мы играем Толстомала, играют еще сейчас в Усть-Алданском районе, в Сунтарском, Мегино-Кангаласском, Верхневилюйском улусах. Уже по улусам Да, пошли. фотографии отправили нам, и мы отправим. в Кумалак WhatsApp. это какой перевод? Что значит? Это горошины, шарики. 9 шариков. 9 шариков кильку. Это называют алгеброй шабанов. Урут баран хагатан онюларын горка кастылан даганы шабаннар онюлары битте. Вот. Вот так я познакомился с очень интересным человеком, уважение таким людям, которые учат молодежь национальным играм не только своего народа, но и разных народов, братских народов. Я завтра вылетаю к себе на родину Верхоянский Улус, там будет фестиваль в честь Дня коневода, то есть там будет соревнование, буду тоже снимать, так что я думаю, будет очень интересно. 9 лет не был у себя на родине Верхоянском Улусе, так что я думаю, там будет очень интересно. Тоже посниму, поэтому подписывайтесь, ставьте лайки и нажмите на колокольчик.